В этом сезоне наши взаимоотношения с финской сборной складываются, мягко говоря, неудачно, а если говорить прямо, то совсем плохо. Мы проиграли четвертьфинал Олимпиады, да и вообще проиграли все 5 матчей в этом сезоне. Поэтому этот поединок здесь в Минске, конечно, определенный момент, истинный момент, в котором уступить никак нельзя. Потому что полный зал болеет за сборную России, у нас новая сборная, новый наставник, и игра получается крайне содержательной и интересной. Сборная России вышла на площадку ментально очень подготовленной командой. Настрой и заряженность на борьбу чувствуется сразу, и эпизод с первой шайбой тому подтверждение. Коскинен замешкался всего на секунду, а Тихонов этим воспользовался. Он проталкивает шайбу в сетку ворот. Да, это очень важно было для нас. Все-таки мы много раз проиграли финнам, и сегодня я хотел отомстить и за прошлый матч, и, конечно, за Олимпиаду, и у нас не получилось. Такого по-спортивному злого Овечкина мы тоже давно не видели. Александр демонстрирует великий по силе бросок. И уже не важно, кто стоит в воротах соперника. Такой выстрел парировать невозможно. Наши реализуют большинство, правда, этим же отвечают и финны. Спецбригада большинства соперника забила нам очень похожую шайбу на последнем этапе Евротура. И на этот раз бросок Хиетанина достигает цели. Бобровский пропускает впервые на турнире. А уже после перерыва в матче случается самое резонансное событие. Шипачев на чужой синий так встречает Пеку Йормаку, что тот несколько минут лежит на льду без движений. Его затем отправляют в ближайший Минский госпиталь, и только там он приходит в себя. Как стало известно позже, удар Шипачева пришелся в горло, в кадык оппонента. Момент можно пересматривать много раз, и каждый для себя решает, насколько высоко поднял и поднял ли вообще Вадим локоть. Но ранним утром в понедельник игрок и представитель сборной вызваны на директорат турнира, который сейчас проводит политику минимизации травм. Пока финну оказывали помощь, камера много раз показывала Шипачева. Если этот эпизод возьмет на рассмотрение дисциплинарный комитет, то последствия могут быть самыми серьезными. Интересно, что Знарок в этой ситуации оставляет Шипачева на площадке, не опасаясь мести разгоряченных финнов. По-хорошему удивило ваше решение оставить на площадке Шипачева, потому что казалось в этот момент, что финны ему оторвут голову в следующей же смене. Чем руководство? Да слабовато они на это дело. Оторвут голову. Оторвать голову только можем мы только. Практически сразу наши добивают соперника голом в меньшинстве. Кулемин получает шайбу в средней зоне и вовсе не старается убить время, а мчится к воротам Коскинена и забивает в ближний угол. А скоро счет становится и крупным. Прессинг в исполнении Тихонова продолжил Зарипов, и именно усиливший команду чемпион континентальной хоккейной лиги отдает блестящую передачу Сергею Калинину. Тот был заявлен на чемпионат мира перед матчем и в первой же своей игре забивает. Хорошо там отскочила, там ничего больше не оставалось сделать, как отдать Калинину, чтобы он с его кистями, я был уверен, что он завершит, и как он и сделал, и все, это его первая шайба на чемпионате мира, и пришлось ее забрать, как памятную. Сказал он опытному мастеру спасибо за такую передачу? Да, пока еще не до этого было, были все в игре, и сейчас в раздевалке разберем этот момент. Финны усилиями скандально известного ветерана Каралахти еще раз забили в большинстве, но это разве что немного ухудшило нашу разницу шайб. Важно другое. В этой встрече и наши не обошлись без серьезных повреждений. Огромный порез на руке получил в одном из эпизодов Зубарев, перелом пальца у Анисимова. И в каком состоянии они подойдут к игре с американцами, будет известно только перед матчем. Победа над финнами удалась не только максимальными усилиями, но и ценой здоровья наших хоккеистов. Дмитрий Лукашов, Михаил Жульков, Большой спорт, Минск, Белоруссия.